Экологическое состояние водоема давно вызывало много вопросов. Пруд был грязным и нуждался в реабилитации, в связи с чем попал в рамки нацпроекта «Экология». Первым делом взялись за очищение и реконструкцию дна водного объекта. Больше 2 десятков гектаров за небольшой срок удалось привести в норму и заполнить чистой водой. Рабочие перешли к благоустройству прилегающей территории, но неожиданно они заметили на водной поверхности пруда пленку из непонятной жидкой смеси. На объект сразу же выехал Магомед Евлоев, исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии. Команда специалистов занялись опросом очевидцев. Селхан по-чуть появлялся дебол пен. Так я смотрю, местами оттенка, подобие краска, шхамаш хадулдалар. Так вечером было еще больше. Сылтая я халдавага канал аз проверки цеметочки цикшер хаугужу цикш хамдацер. Потом вечером прекратили эту работу, лодка шахкер был. Потом вечером охранник звонит, я ситуация, ей краска пен больше появляется, даже латос. Со стороны посмотрели, с той стороны. Селенгирей Евлоев работает администратором лодочной станции уже 4 года и за свою карьеру видит подобное в первый раз. Пленка из вещества непонятного происхождения захватила поверхность воды очень быстро. Источник его появления пока не определен. На место происшествия выехали представители различных министерств и ведомств: МВД, прокуратуры, Минприроды и администрации города. Они пытаются определить причины появления смеси. Дано поручение проверить все видеокамеры в округе. На данный момент нами действия приняты в ГОВД заявление, фотоматериалы, и ведется по этому делу уже расследование. Тут что можно сказать по факту? Здесь факт вчера ночью, как вот утверждают и рыбаки, утверждали, мы опрашивали рыбаков, которые здесь вчера находились, они говорят, вчера в час ночи этого не было. А вот кому нужно сюда вот забрасывать, это похоже на красительный какой-то материал, но не будем предугадывать, заранее это уже экспертиза, заключение будет. Предположений было много. Одно из них: кто-то просто вылил в пруд белую краску. Минприроды же предположил, что Алханчурский канал, питающий водоем, был засыпан специальными реагентами для орошения сельхозпредприятий. Сразу же после этой версии они выехали на место подачи воды в пруд. Предварительно осмотрели участок. Вещество не имеет ни запаха, предварительно похоже на медный купорос, но мы точно не можем говорить об этом. Предположили, что это поступило вещество из Алханчурского растительного канала, которым питается этот пруд. Но выехав сюда, тоже следов вот этого вещества здесь не обнаружили. На месте сейчас работают органы внутренних дел, администрация города и администрация Центрального административного округа города Назрань. Также планируется направление обращения в управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия для изучения вот этого вещества. Необходимо провести анализ, насколько оно вредное. Но опять же, не зная, что это за вещество конкретно, мы не можем судить, является оно вредным или нет. Но все же вот эта неизвестность говорит о том, что это вещество может причинить вред жизни и здоровью граждан. И в соответствии с действующим законодательством направление данного обращения в Роспотребнадзор будет являться основанием для проведения внеплановой выездной проверки по согласованию с прокуратурой. Причину так и не установили. Воду взяли в емкость для экспертизы. Так они поймут, что за смесь попала в пруд и насколько она может быть опасной для человека. Во время разбирательства доступ к водоему будет закрыт. По результатам экспертизы уже будет ясно, как и зачем смесь попала в Назрановский пруд. Причастных накажут в соответствии с нормами административного законодательства. Компания, занимающаяся реабилитацией пруда, заверила, что окажет помощь при очистке. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Белакиев, Новости 24.